В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нюргуяна Иванова. Правительство России может увеличить субсидии для авиапрома. Госфинансирование отрасли до 2021 года предложено поднять на 109 миллиардов рублей, 38% из которых пойдет на исследования по разработке укороченного самолета «Сухой Суперджет» на 75 мест, более экономичного и менее зависимого от импортных комплектующих. Новый «Сухой» должен стать на 10-15% легче, на 5% снизится расход топлива, аэродинамические характеристики должны улучшиться на 10%. Новые средства бюджета пойдут также на разработку российско-китайского CR-929 и турбовинтового Ил-114. Тем временем российские авиакомпании могут потерять право на льготную стоимость услуг в аэропортах на международных рейсах. Федеральная антимонопольная служба одобрила инициативу о выравнивании тарифов для российских и иностранных перевозчиков, которую выдвинула Ассоциация европейского бизнеса в прошлом году. На данный момент зарубежные авиакомпании тратят в 3 раза больше средств на обслуживание воздушных судов в российских аэропортах, чем отечественные перевозчики. ФАС считает, что необходимо выровнять ставки сборов. Это будет проводиться постепенно с учетом экономических реалий. При этом важно не допустить резкого роста нагрузки на российские авиалинии. Эксперты считают, что увеличение тарифов приведет к росту стоимости билетов и снижению количества зарубежных поездок. Минпромторг России планирует вернуть на улицы городов продуктовые палатки и ларьки. Крупные торговые сети занимают 30-40% рынка. На сегодня число производителей, желающих представить на полках торговых сетей свои продукты, превышает количество самих сетей и их магазинов. По сравнению с Европой, в России в 2 раза меньше торговых площадей на 1000 человек. Возвращение ларьков создаст до 250 тысяч новых рабочих мест. Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. И дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура, ответил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства. Возможные варианты решения проблемы обсуждают в Ассоциации банков России и в Комитете Госдумы по финрынку. Сейчас право выбирать кредитную организацию у сотрудников предприятий есть, но не все работодатели идут им навстречу. Решением может стать запущенная 28 января система быстрых платежей Центробанка. Платформа предполагает переводы между клиентами разных финансовых организаций по номеру телефона. Эксперты называют несколько схем, позволяющих задействовать платформу. Можно аккумулировать всю информацию в Центробанке или начислять деньги напрямую сотрудникам по номеру телефона. Угледобывающие предприятия Южной Якутии установили новый рекорд – более 17 миллионов тонн угля. Из них 11 миллионов 800 тысяч тонн приходится на предприятия Мечела – это Якутуголь и Эльгауголь. Об этом было сказано в ходе отчета правительства Якутии в Нерюнгринском районе. В свою очередь, работники компании задали членам правительства ряд вопросов, решению которых, по их мнению, в ближайшее время должно быть уделено особое внимание. Среди приоритетных тем – это высокие тарифы на авиа- и железнодорожные билеты, доступность высокотехнологичной медицинской помощи, сохранение льгот пенсионеров, повышение цен на автомобильное топливо. Также был затронут вопрос строительства моста через реку Алдан к поселку Джибари-Кихая, где находится одноименный угольный разрез Якутугля. Наличие постоянной переправы позволит обеспечить ритмичность работы предприятия. Отметим, что работа в этом направлении уже ведется. Власти Якутии предлагают прекратить урезание бюджета на развитие Арктики. Соответствующее предложение внес министр по развитию Арктики и делам народов Севера Александр Савинов. По его словам, необходимо обновить комплексную программу социально-экономического развития Арктики и установить мораторий на секвестирование госбюджета, выделяемого на повышение качества жизни людей в арктических районах. Это позволит избежать выделения средств на реализацию проектов, направленных на развитие Арктики по остаточному принципу, и максимально предусмотреть отдельные разделы для арктических территорий в государственных программах. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.